Добрый день, коллеги! Сегодня мы продолжаем наш Крещенский фестиваль мастер-классов. Должна немножко вас расстроить, разочаровать, потому что планируемый мастер-класс по работе с коллажем у нас, он, к сожалению, переносится на пока неопределенный срок в связи с болезнью самого участника. Поэтому мы решили ситуацию немножко исправить и я решила провести методическое занятие, но я не одна, у меня есть слушатель, слушатели, которые будут со мной все равно присутствовать и работать. И мы проведем занятие по освоению акварельной техники. Да? То есть вот впервые идет у нас, еще раз я говорю, впервые у нас идет именно трансляция, поэтому моя задача не только провести мастер-класс, а может быть даже немного показать свою технологию, как я работаю со слушателями. Я хочу вас сориентировать на методические рекомендации, которые у нас уже вышли по работе, по подготовке и проведению мастер-классов, которые очень будут полезны и как учителям изобразительного искусства, учителям дополнительного образования, так и эти рекомендации могут быть полезны любому человеку, который заинтересован, собственно, в творческой деятельности в технике акварели. Но не только техника акварели у нас идет в системе мастер-классов. Сегодня у нас акварель. Что нужно, нам понадобится для самого мастер-класса? Естественно, вы уже видите мой рабочий стол. На рабочем столе у меня есть подготовленная вода, есть палитра. У меня краски не такие традиционные в кюветах. У меня идет краски акварельные. Белая ночь, она в тюбиках. Это более подготовленные краски для быстрой работы в акварели. Но у моей коллеги краски немножко другие. Я сейчас вам покажу вот в готовности красок. То есть это традиционная коробка акварели. Они сейчас еще не готовы, собственно, к работе. И мы должны будем в первую очередь сначала подготовить краски к работе. Что для этого надо? У каждого у нас есть еще, помимо, значит, красок, я должна показать, я заготовила такие вот пленочки. У каждого у меня из членов мастер-класса есть такая пленочка. Для чего она нужна? Это сейчас она заменяет палитру. То есть традиционно мы используем палитру пластиковую, вот как я вам показываю, пластиковая палитра. Так как иногда в некоторых ситуациях нам надо, выйдя из ситуации, особенно в школе, часто случаются такие ситуации, когда надо быть готовым в любую минуту. Я вместо палитры использую пластиковые вещи. Они пригодятся нам для смешивания красок. Вот это будет такая палитра. На самом деле, конечно, лучше всего подходят обычные вот такие традиционные палитры. В практике художественных школ часто используется бумажная палитра для смешивания красок. Но по опыту работы скажу, что, в общем-то, лучше все-таки использовать классические варианты палитр, пластиковые, деревянные, бумажные, специально подготовленные для работы. Вот эти наборы, они имеют эти пластиковые палитры, вот они, пожалуйста, вот такие палитры. Их тоже можно использовать для смешивания красок. То есть или вот такой пластик, или вот такая палитра. То есть, собственно, в данной ситуации у вас палитра уже имеется. Теперь, что еще нам пригодится для нашего сегодняшнего мастер-класса? Я не буду давать сложное задание. Я поставила для себя задачу просто познакомиться с красками, потому что обычно люди, которые впервые приходят на занятия, они не представляют, что из себя представляют сами краски, как с ними работать. Поэтому я даю вам такое творческое задание, в котором мы еще используем еще один материал. Это называется воско-масляная пастель. Воско-масляная пастель, мелочки, они бывают разных цветов. Особенность мелка в том, что он отталкивает воду. Когда мы наносим мелок на поверхность бумаги, он начинает отталкивать воду, и вода туда не поступает. А так как акварельные краски, это у нас водяные краски, они без воды у нас не работают, поэтому для сегодняшнего задания необходимо иметь
именно краски с отталкивающим, то есть мелки с отталкивающим эффектом, чтобы получилось у нас то задание, которое я вам запланировала. Пришлось очень быстро побежать, но и чтобы озадачить вас нашей сегодняшней темой, но все-таки давайте подумаем, что у нас за окном? Зима. За окном у нас зима, да, и очень часто падает снег, идет снег, и снег бывает разный, и мы очень любим это состояние пушистого, легкого снега, и падают снежинки, и снежинки такие интересные и красивые, что хочется их всегда рассматривать, да? То есть мы приближаем упавший снег на ладошки и смотрим, какие они снежинки, какие они все красивые, оригинальные, имеют разные грани, узоры, то есть как застывает вода в пространстве, она непредсказуема. И мы знаем, что к Новому году мы любим рисовать снежинки, да, согласны со мной. Вот пока мы не начали работать, все-таки чисто технологический этап. Берем кисточки, я использую сегодня 2 кисточки, широкую, такой номером 10, у меня 10 акварель, кисточка белка, 10, номер 10, и немножко номер потоньше для доработки, номер 3. То есть вот 2 номера кисти, которые нам сегодня пригодится. И вот широкой кисточкой мы коробочку с нашими красками смачиваем, все цвета смачивать не надо, смачиваем только синие цвета. Вот группу синих и зеленых цветов. Можно не смочить и красные, то есть мы побольше воды набираем на кисть, побольше воды, и побольше воды мы кладем в кювет. То есть набрали кисточку и смочили, чтобы как можно больше воды оказалось в краске. У меня нету такого набора, поэтому берете кисточкой, набираете воду и в баночку кладете. У меня другие краски. Поэтому мне мочить их не надо, они у меня готовы. Я их, вот у меня в кюветы, я выдавливаю их в кювету, то есть у меня будет заготовка. Вот одна красочка, это ультрамарин, я выдавила себе выдавила ультрамарин. И, наверное, я себе выдавлю еще одну краску, чтобы у меня все-таки был какой-то эффект смешивания. Получился этот эффект смешивания. Я выдавливаю изумрудную зеленую себе. То есть это группа холодных красок, которые, собственно, передадут нам то содержание, которым мы вот вкратце обмолвились, да, то есть мы говорим о зиме, мы говорим о снеге, мы говорим о падающем снеге, да, и мы сегодня будем рисовать снежинки, которые падают, да, то есть наша задача нарисовать композицию со падающими снежинками. То есть вот 2 красочки у меня готовы. Ваша задача смочить краски. Вот у меня подходит тут посильнее, побольше воды, не бойтесь, побольше воды. Значит, всегда нужны тряпочки. Я подготовила полотенчики, но вот забыла их в кабинете, полотенца, да, чтобы принести. Побольше воды. То есть я сейчас немножко отойду, да, побольше отойду, покажу, что смачивать надо, не надо бояться. То есть для того, чтобы не бояться, вот, видите, я капельки бросила, вот, и краски начинают впитывать эту воду, и они через несколько минут будут готовы к работе. Вот, изумрудная, синяя, голубая, и мы их пока на время оставляем. То есть кисточка у нас достаточно важная. Еще один очень важный момент, о котором в технике работы, особенно с детьми, надо обращать внимание. О том, что кисточки никогда не оставляются в баночке, мы никогда их там не оставляем. Это первое правило, которое мы при работе с хорошими кистями делаем. Второе правило, которое мы обычно используем, это салфетки. Они могут быть из ветоши, они могут сейчас из бумажных полотенец, и они могут быть вот именно туалетная бумага в данном случае используется. То есть если на кисточке у нас остается много воды, то мы лишнюю воду убираем и таким образом высушиваем кисточку. То есть прием мы потом расскажем, как делать, но помните, 2 приема. Кисточка у нас не остается в банке, и второй, кисточка у нас всегда сушится при помощи тряпочки или при помощи туалетной бумаги. Теперь само задание. Вот у меня подготовлены листы.
белый лист. Я взяла акварельную бумагу, она достаточно плотная. То есть вы знаете, что акварельная бумага, если она бывает рыхлой, она будет сильно впитывать воду и практически не будет давать эффекты смешивания. А чтобы у нас эффекты смешивания были, я сегодня всем заготовила рыхлую бумагу, которая хорошо впитывает воду, но при этом она позволит во влажном состоянии дать возможность краске перетечь с одного состояния цветового в другое состояние. И прежде чем мы начнем работать, все-таки мы говорим о композиции. И я никогда не использую для рисунка кратковременных заданий карандаш простой. То есть мы всегда используем, собственно, саму краску. То есть я беру синюю краску, я ее развожу. Сделаем так, чтобы это было видно зрителям. Я развожу ее водой до сильно разведенного состояния. То есть у меня такая получается жиденькая, разбавленная голубая красочка. Я ее делаю для того, чтобы нарисовать примерно, что я хочу сегодня сделать. А мы рисуем сегодня снежинки. А снежинки у нас имеют какую форму? Подсказываем. Помощники мои. Шестигранную. Шестигранную, а если абстрагируемся, то это похоже на круглые, на круг. Да? То есть, по сути дела, наша задача на листочке наметить несколько кругов. Да, то есть можно сделать большой круг, нарисовать. Вы сначала посмотрите, потом за мной сделайте. Значит, я делаю кружочки. Вот кружочки, видите? Вот один кружочек, вот другой. Если вы обращаете внимание, то кружочки у меня разной величины, да? То есть они у меня не одинакового размера. Я делаю большие кружочки и делаю маленькие. Бумагу я пока не смачивала. Краска должна быть максимально жидкой, то есть почти невидимая. То есть я ее сильно разбавляю на палитре, чтобы она была почти невидимая. А кисточку взяла тонкую для выполнения этих кружочков. Тоненькая кисточка. Теперь смотрите, я возьму мелок, воскомасляный мелок. И сейчас моя задача нарисовать грани наших снежинок. То есть мелки на столах есть, видите, да, есть мелки. Выбор мелка абсолютно произвольный. Я взяла розовый, можете взять желтый, зеленый, голубой. Какой вам понравится, какой вот сейчас душа просит, собственно, для того, чтобы его нарисовать. И вот теперь первое, что я делаю, смотрите, я, так как лист у меня будет лежать, я буду работать, и я думаю, что вы меня видите тот процесс, который происходит. Я этот же круг обвожу этим мелком, обвожу. Даже если он у меня не получается четко по тому размеру, который я наметила, он может быть больше или меньше, я эти кружочки обвожу. Я могу еще какой-то кружочек нарисовать. И я рисую шестигранники, да, то есть я лучики, снежинки нарисую. У нас лучик идет, это у нас круг делится на 6 равных частей, то есть я начинаю рисовать лучики-снежинки. Лучики-снежинки нарисовала, и если я буду другой кружочек брать, то я не обязательно сделаю точно такие же направления лучей. Согласны? То есть можно поменять движение лучей и сделать их немножко в другую сторону. Опять делю круг пополам, потом нарисую еще 2 лучика. Мое правило, и кто со мной давно уже работает, знает, что в практике природы нету правильных форм. Хотя, как ни странно, снежинки, это кристаллы, они имеют правильную форму. Но, тем не менее, мы с вами работаем над творческой работой, поэтому не стремитесь, чтобы вот деление у вас получалось прямо идеальным. Да? То есть нет необходимости делать его идеальным. То есть вот я делаю, и даже если моя полоска луча снежинки выходит за пределы, то в принципе ничего страшного в этом не происходит. Вот видите, то есть я немножко лучики как бы за пределы круга вывожу. И таким образом я рисую все, заполняю все снежинки лучами, но на этом дело у нас что? Не заканчивается. То есть мы очень условно только наметим снежинки, только его конструкт, да? Но снежинки у нас еще имеют разные формы, так ведь? Значит, что можно добавить? Можно добавить острые лучики, потому что вода застывает, лучики создает, и я на снежинке
вот за край делаю вот такие острые лучики. Вот такая может получиться снежинка. Кроме этого, может снежинка иметь на кончиках лучиков кружочки. То есть я могу нарисовать вот эти кружочки. Я показываю просто, чтобы вы могли видеть, какие меняются снежинки. Я могу сделать не острые снежинки, я могу треугольнички сделать на краях лучика. Да? То есть вот разнообразие форм, природных форм снежинок, они определяются теми элементами, которые, собственно, вы будете включать в систему вот, завершения. То есть одну снежинку еще тоже можно лучиками сделать. Величина лучика, штриха вот этого. Это тоже очень важно, потому что когда вы делаете, изменяете величину, то меняется и впечатление от того изображения, которое вы, собственно, делаете. Вот эту я хочу сделать просто треугольничками. Я ее сделаю треугольничками, вот просто по кругу, в обратную сторону круга я сделаю треугольнички. То снежинки мы таким образом придумываем. У нас сейчас нету перед глазами снежинок, согласны с нами, да? То есть мы просто придумываем, а какие бы могли быть снежинки. И особенность снежинки в том, что они кристаллики, они должны быть остренькие, да, остренькие. Теперь внутри форма снежинки не заканчивается только внешними очертаниями. Внутри снежинки тоже могут быть какие-то короткие кристаллики, которые определят вот эту форму и зададут интересную форму снежинки. Так ведь? То есть мы можем вот так елочку сделать. Вот если я делаю елочку, то я эту елочку закрепляю. То есть у меня получается очень интересный эффект снежинок. И, собственно, каждая снежинка не повторяется. Да? То есть мы видим, что формы снежинок не повторяются, они становятся настолько нестандартными и оригинальными. Вот, пожалуйста, у меня появилась еще одна снежинка, такая сложная форма. Я использую для выполнения самые простые элементы, штрихи, правила, которые вы должны сейчас усвоить. Посмотрите внимательно. У меня полоска ограничена. Ограниченная полоска имеет завершение. То есть она вся везде закончена, она приведена в какой форме? В форме круга. То есть у меня внутри оказываются какие? Замкнутые поверхности, замкнутые. То есть ваша задача сделать, чтобы вот эти штришочки определили замкнутость поверхности. Замкнутость. Это очень важно. Это связано с тем, что как будет у нас попадать туда краска. Поэтому все участки мы должны сделать, чтобы они были замкнутыми. То есть любая форма, она должна, вот еще раз показываю, видите? То есть я линию провела, и у меня все уходит в замкнутую форму. То есть у меня не должны получаться, вот как у вас вот в данном моменте получается, как будто не закончено, да? То есть вот линию надо обязательно довести до ума. Поэтому смотрим, делаем, и замкнутые формы дадут нам интересные как раз наши эффекты. Здесь я похулиганю немножко с этой снежинкой, а остальные у меня, собственно, закончены. Вот у меня получился такой рисунок. Один цвет розовый, красный. Получилась такая композиция. Ее можно вот так показать. Посмотрите, она так снег падает. Можно так показать, и так снег падает. Так ведь? То есть она как угодно может показать падающий снежок. Если эта работа у нас завершена, наша задача сейчас поработать с акварельными красками. За то время, пока мы выполняли рисунок, краски у нас получили нужное количество воды в набор, и сейчас они готовы сделать. Кстати, в дополнение, вот я взяла один цвет, да, вот один цвет. А по идее, если вы хотите как-то разнообразить композицию вашу, вы можете сделать снежинки еще и каким? И другим цветом. И другим цветом. И цвет, собственно, вот этот контурный цвет, который мы будем делать, вот он, я сделала зеленый, обратите внимание. И я могу этот зеленый, как ни странно, добавить какой-нибудь из
имеющихся у меня снежинок. То есть таким образом я создам дополнительный цвет для композиции, но больше 2 цветов для рисунка воскомасляными мелками использовать не рекомендуется. Иначе у вас получится не очень, скажем так, собранная по цвету и по колориту композиция, что, собственно, не очень бывает приятно посмотреть. То есть цветовое разнообразие это не всегда есть хорошо. Вот. А когда мы все-таки ограничиваем нашу цветовую палитру, мы достигаем какого-то эффекта. А в нашем случае мы должны ограничить палитру, потому что мы сегодня говорим о чем? О зиме и о зимнем снеге. И мы знаем, что снег вы привыкли видеть, он какого цвета? Белый. Белый. Серый, голубой. Точно ли вы видите белый снег? Вот я вот засмущалась, между прочим, насчет белого снега. Нет, он не белый. На свет влияет солнечный свет. И снег под влиянием солнечного света может приобретать абсолютно любые оттенки. Он может быть желтый, он может быть розовый, он может быть голубой, он может быть сиреневый, он может быть зеленый, и он может быть каким угодно. Но в любом случае, пожалуйста, не отвлекайте на запись. Значит, в нашем случае я уже краски подобрала, я определила себе набор красок ультрамарин и изумрудная зелень. И прежде чем я начну работать красками, большая задача намочить лист. Акварель, краска влажная. Лист мы начинаем мочить с обратной стороны. То есть мы переворачиваем и аккуратненько весь листик, широкая кисточка, которая у вас имеется, не боясь воды, хорошо лист смачиваем с обратной стороны, чтобы лист был влажный, чтобы вы почувствовали, что нет ни одного кусочка, на который вода не попала. То есть кисточка нужна работать. Можно взять широкую флейцевую кисточку для такой работы. У меня формат А3. У моих коллег формат поменьше. Им немножко попроще, и номер кисти я дала поменьше. Но тем не менее кисточка должна быть широкой. Вот обратите внимание, лист у меня смочен очень основательно с обратной стороны. Теперь у нас у всех расположены, значит, такие основы, пленочные основы, которые могут приклеить вот этот лист к фанерке, приклеить. Поэтому смаченная поверхность с обратной стороны нужна для того, чтобы лист приклеился к поверхности. И я начинаю смачивать что? Наружную часть, там, где у меня изображены снежинки. То есть я сделаю так, чтобы у меня лист был приклеен, и он не поднимался на поверхности. Он не будет на поверхности подниматься, он будет... И когда вы будете наносить воду, вы обратите внимание, что там, где снежинки, в участках, куда у нас попал мелок, вода как бы отталкивается. Вы увидите, что там у края вот этих рисунков воды нет. То есть это можно увидеть. То есть я смачиваю рисунок. Бумага сейчас вбирает нужное количество воды. Нам очень важно, чтобы бумага была достаточно влажной. Потому что это задание, оно делается по-сырому. Есть такая техника, которую мы называем по-сырому. Да? То есть, значит, это по сырой поверхности. Если у вас начинают появляться комки, что я делаю? Я поднимаю лист бумаги, и еще раз его прикладываю, и еще раз прохожусь кисточкой по всей поверхности листа. То есть до тех пор, пока у меня бумага хорошо не приклеится. Этот процесс не быстрый, как ни странно, да? Мы здесь не торопимся. То есть очень важно, как приклеится бумага. Если плохо приклеилась, я еще раз подняла, еще раз приложила лист. У нас сегодня нет никаких скотчей.
Вот за то время, пока я с бумагой работаю, пока я работаю с бумагой, бумага в эту воду в себя впитает. И она будет готова к последующей работе с краской. Последующей работе с краской. Она впитает, лишняя вода уйдет. Еще раз поднимаю и еще раз прикладываю. Если вы смотрите, у меня бумага начинает прилипать. Вот уже прилипает так, что она у меня не начинает подниматься, да, и она очень четко приклеена к поверхности. То есть не думайте, что только я работаю на планшетике. У мои коллеги тоже работают на планшетике. Как раз это очень удобно. Если у нас нет мольберта и нету стекла, то можно использовать именно такую форму планшета. Вот в данном случае я использую обычный планшет канцелярский с зажимом. Видите, вот он с зажимом. И он мне позволяет, в общем-то, такие небольшие по размеру работы делать и демонстрировать моим коллегам, как это все делается. Поэтому еще раз. 1 секунда, пройдусь, посмотрю, как получается у коллег. Вы можете немножко отвлечься, я посмотрю, что делается. Еще раз подняли. Видите, пузырится немножко, да? Пузырится, потому что вот она должна выровняться, видите? То есть, видите, бумага очень хорошо впитывает воду. Она как промокашка становится, заметили, да? Да. Вот. А несколько раз я ее поднимаю, и выравнивается вот поверхность. Видите, она начинает что? Натягиваться. Когда вы кисточкой проходите, она натягивается, и она становится та, которая готова к выполнению последующего задания. Так, еще раз поднимаем, да, и немножко натягиваем, чтобы поверхность была приделана. Побольше воды, но я вижу, что, собственно, работа как бы сделана, и немного я еще раз пройдусь, потому что я вижу, что у меня есть пузырь. У меня есть пузырь, мне пузырь этот абсолютно не нужен, да. Я его как бы вот подняла, видите, листик подняла, убрала этот пузырь. Если у меня еще где-то пузырится бумага, то я убираю. Как можно убрать пузырь? В принципе, вариантов убрать пузыри есть несколько. Я могу взять и тряпочкой пройтись, тряпочкой, которая или бумагой, аккуратненько, не сильно нажимая на лист бумаги, выровнять. В вашем случае не надо выравнивать, это потому что сорт бумаги немножко другой, он вам этот эффект не даст. То есть вот, и что я еще сделала? Когда я прошлась тряпочкой, я убрала лишнюю воду. Теперь, если мы внимательно посмотрим, я не знаю, насколько это видно вот здесь, но у меня бумага готова, она достаточно влажная. Она готова к тому, чтобы я дальше продолжила работу акварельными красками. И, собственно, сейчас начнется сам завершающий этап нашей работы. То есть мы делаем работу акварельными красками. Я развожу красочку поплотнее немножко. То есть я беру много краски и меньше воды. Почему, как вы думаете? Я беру больше краски и меньше воды. А потому что вода у нас в достаточном количестве уже имеется на листе. Правильно. То есть я развожу вторую красочку. То есть вот у меня, видите, изумрудка. Я тоже так же ее развожу. То есть я беру много краски и мало воды. И у меня получается два, как мы говорим, колера. Ультрамариновый и изумрудно-зеленый. Они не такие насыщенные, как у меня, собственно, подготовленные краски, но в то же время они уже готовы к движению, обычно, как мы делаем. И теперь я начинаю, собственно, работать. Я держу не под небольшим наклоном. Вот я к вам повернула, на самом деле, конечно, наклон делает в сторону меня. Но так как я, если наклоню к себе, вы не увидите, как происходит процесс. Согласны со мной? Я начинаю просто запускать на поверхность очень аккуратненько между, то есть в снежинки я стараюсь воду не пускать, то есть красочку не пускать. Я беру то синюю, то зеленую краску. И вот я просто начинаю аккуратненько, ну, с таким некоторым достаточно свободным положением кисточкой заполнять пространство фона. Обратите внимание.
Я просто заполняю пространство окружающего фона. Подвожу к контуру и туда добавляю краску. Все. И вот если вы сейчас увидите, то краску я беру то синюю, то зеленую. Так ведь? Вот она вот. А если мне хочется немножко разбавить, я беру воды и эту красочку что? Просто добавляю воду. И если появляются вот такие лужицы у контуров, это не совсем хорошо. Поэтому для того, чтобы этих лужиц у контуров не было, задача кисточку высушить и немножко эти лужи убрать. Вот сейчас я в горизонтальном положении начну все это делать. Я показываю работу уже в горизонтальном виде. В этом случае краска будет течь только по той поверхности, куда я положила мазок. И вот она таким образом будет у нас двигаться. И получается, вот я могу мазки, кисточки можно делать произвольно. Можно даже, если вы не хотите в одном направлении, можно мазочки, вот смотрите, вот сейчас я вот раз, вот так положила, да, произвольно. Там, где у меня находится снежинка, я уже говорила о том, что где снежинка, там краска будет не попадать. И так и происходит. Стоит мне подвести к снежинке кисточку с краской, и контур, который мы нанесли с вами воскомасляными красками, он начинает отталкиваться. А теперь смотрите, внутри снежинки хочется тоже добавить легко, разбавляя, заполняя пространство внутри. Просто вот у меня такое движение идет. И там, где у нас был нанесен узор, у нас, если вы обратите внимание, очень четко на таком активном фоне, да, мы смотрим, появляются разнообразные по цвету. Хотя мы использовали всего-то сколько цветов? 2. Я могу еще немножко, ну, скажем так, вот пока бумага влажная, это, кстати, очень большое преимущество, когда бумага влажная, что мы можем еще поверху, вот посмотрите, прямо поверху, раз, и мазок с сильной краской, он что? Он начинает растекаться сам. И получается замечательные эффекты, как будто движение воздуха идет. Движущегося воздуха. И добавляет, усиливает как бы динамику движения самой снежинки, добавляет образ метели, который мы хотим показать. И усиливает само настроение нашей композиции. То есть вот я сейчас взяла зеленый, немножко синий и начала вокруг снежинок запускать вот эти мазки сильной, то есть не разбавленной краской. В результате у нас получается, что уже, собственно, работа, она у нас что? И завершилась. Смотрите, у нас получилась работа. У нас работа закончена, надо только что? Дождаться, когда краска высохнет. То есть с этого листа работу есть смысл снять только при высыхании. Какой может быть еще эффект для того, чтобы усилить динамику интересной работы? Ну, можно использовать соль. То есть вот пока бумага влажная, если сейчас на эту поверхность бросить кусочки соли, соль заберет часть краски, и у вас появится еще эффект более мелких снежинок, более мелких снежинок. Такой же эффект можно сделать, когда при чуть подсохшей краске, вот она сейчас начнет подсыхать, чуть, я возьму широкую или тонкую кисточку. Я могу, кстати, внести несколько доработки. Пример какой? Вот для того, чтобы можно было усилить, краски тут достаточно много. Вот я беру, у меня есть небольшой кусочек туалетной бумаги, и я могу, вот видите, что сделать? А не знаете, куда все наши пошли? Слава Богу. У нас запись, трансляция. И я при помощи я делаю вот посмотрите, буквально верхушечками вот этой точки
я вот где-то вот просто выбираю. Вот, посмотрите, сделала такой вот ролик, да, и вот там просто прохожу и чуть-чуть примакиваю, как бы тычком примакиваю там, где много у меня краски, или соль, или вот как я сейчас делаю, что я делаю, убираю лишнюю краску примакивания. Эффект будет тот же самый. Посмотрите, как усиливается, собственно, впечатление, да, от работы. Ну и уже напоследок, что я очень люблю и очень любят мои коллеги, которые со мной иногда занимаются, то есть я придаю некую такую живость композиции. Для этого я использую краску, которую, собственно, не всякий может ее использовать. Чаще всего в детском труде мы ее не используем и как бы не используем характер. Это вот такая металлическая краска серебрянка. Серебрянка, это акварельная краска. А чтобы она у меня была готова к работе, пока у меня подсыхает, я ее точно так же, как все остальные краски, смочу. Потому что она должна быть готова к работе. Она должна принять должное количество воды, чтобы она была готова к работе, к акварели. Серебрянка. Ну, такие краски есть и золотые, есть бронзовые краски. И сейчас для творчества очень разнообразие, большой богатый пласт различных художественных материалов. Вот мы используем вот такие или серебрянки, или золотые краски. Значит, для этого я беру, высушиваю кисточку тонкую, высушиваю тонкую кисточку. Да, набираю краски. Вот уже теперь вот этой серебряной краски я набираю на кисть. Значит, каким образом набираю? Я очень много, вот аккуратненько вот набираю, вот прямо аж вбираю краску в кисточку. Прямо вбираю сильно, чтобы у меня было много краски. Точно так же любой акварельной краски можно вобрать на кисть. И уже на кисти мы, если обратим внимание, то есть на кисти у меня очень много серебряной краски. И мастихинчиком я вот так вот делаю набрызги. Вот так делаю набрызги. Можно сделать, то есть я смочила, к сожалению, пока не очень видно это все, но эффект проявится. Эффект изготовления вот этой мелкой крошки, такой крошки, он проявится. То есть вот когда я беру, чтобы была достаточно влажная кисть, и я начинаю вот таким образом разбрызгивать. Ну это чтобы не пачкать руки. Что такое сегодня, да? Или вот второй вариант. То есть я беру и просто начинаю что? Вот так подбрызгиваю. Вот один вариант, подбрызгиваю. Все. И, собственно, работа моя сделана. Пока она у вас подсыхает, вы можете подождать вот этот эффект. А я все-таки скажу, значит, где можно взять полезную информацию по мастер-классам и как, собственно, мастер-класс готовить, каким образом нужно быть готовым к проведению мастер-класса. Мы подготовили такое пособие. Пособие опубликовано на сайте Криро. Можно найти вкладку «Ресурсы» и во вкладке «Электронные ресурсы» найти пособие организации проведения мастер-классов из опыта работы Республики Коми. Эту книжку мы создали с коллегами по вернисажу двухлетнему назад, то есть 2 года назад мы проводили такой же фестиваль мастер-классов, и на основе тех проведенных мастер-классов была создана вот такая полезная литература, которую я и рекомендую, чтобы вы могли ее найти, использовать в своей практике работы и, собственно, как бы посмотреть, потому что там даются методические рекомендации, как организовать и провести мастер-класс по изобразительному искусству. В этом случае это для вас большая поддержка и большая помощь.
Ну и чтобы вы не думали, что я работала одна, я думаю, что все-таки вот это моя работа. Мы смотрим ее, показываю вам ее. Она сейчас высохнет, и она при оформленном виде может быть использована как, собственно, творческая работа. И я все-таки хочу показать работы коллег. Неплохая работа. Да, просто я вам покажу. Вот одна работа. Вот вторая работа получилась. Вот я думаю, что вы видите, что работа выполнялась. Они, получается, у всех разные работы. Вот здесь более нежная работа получилась по цвету, очень мягкая и деликатная. А вторая работа получилась поярче, более такая динамичная. То есть то, что мы ограничивали цветом работу, это очень важно, это очень полезно. И я думаю, что мы с вами, наверное, сейчас мы закончим, переведем в порядок наши столы, наши рабочие места. Мастер-класс я, собственно, закончила. Если будут какие-то вопросы, вы можете ко мне обращаться. А на сегодня, наверное, все. Я очень рада, что он у нас состоялся, несмотря на такие вот форс-мажорные обстоятельства. И я думаю, что мои слушатели свою полезную информацию получили.